Доброе утро, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сейчас я жду зятя Салавата и пеку блины. По-быстрому. Блины у меня в молоке. Клала туда 3 яйца, муки, соль и соды. Я не буду говорить, сколько я клала, потому что я не думала, что я сниму влог. Я решила по-быстрому все. Салават должен был к 9 подъехать. И он мне позвонил, минут через 40 подъеду, потому что срочно вызвали на работу, хотя сегодня суббота. Вчера я ездила и в Ракаево и выписала козочкам своим любимым овес. 4 центнера, пока мне хватит. И с Салаватом решили поехать забирать. Взять меня будет с тележкой на машине ждать ХПП. И привезем овес. И я решила по-быстрому сделать блинчики. Потом буду поить его чаем. Здесь у меня масло сливочное топится. Овес я выписывала недорого. Центнер стоит 650 рублей. Это и в Ракаеве. Сегодня погода хорошая. Сегодня утром немножко дождь был. Все на улице свежо. Ветер немножко есть, но ветер теплый. Можно сегодня тоже работать. Пасмурно, конечно, но почему-то настроение есть. Все хорошо. Все мы живы, здоровы. Как вы, мои подписчики? Не болеете ли? Здоровы ли вы? Как ваши детки, родители, внуки, внучки? Всем большой привет от меня. Желаю вам всем здоровья, много счастливых и радостных дней, внимания побольше близким, родственникам. И будет у вас настроение всегда хорошее. Вот у меня первый блин. Блины у меня и внуки любят. Наверное, я плохо делаю, что их кормлю постоянно мучными. Ну, они не только мучное кушают, и первое, и второе, но мучное у нас каждый день. Посоветуйте мне, что мне делать? У меня болезнь готовить мучное. Внуки заказывают, я готовлю. Может, у татар так, я не знаю. У меня мама постоянно готовила каждый день мучное утром. Мы кушали рано утром. Кушали мучное. Пироги там, перемеш, ватрушки, костыбей, кабартма. Всегда что-нибудь кушали. С одним чаем только мама нас в школу никогда не отправляла. И я всю жизнь сама такая. И сейчас внуков обязательно кормлю утром. Или кашей, или омлетом. Очень редко я блины готовлю утром. Блины я готовлю к полднику обычно. Они в школе кушают у меня. Кормят у нас тоже хорошо, наверное, потому что внуки не жалуются. Говорят, вкусно. Ну, стараются вкусно готовить. У нас 2 недели каникулы были. Сначала 1 неделя, потом продлили на неделю, потому что пандемия. А сейчас, вчера мы группу написали, нам понедельник в школу или нет. Наша классная руководительница написала «да», значит, мы идем в школу. Если за ночь ничего не поменяется, сейчас же такое время, все взрывное, вечером так, а утром так. Откуда пришла эта пандемия, не знаю. Все мучаются, все болеют, умирают. Мне так жалко, я уж новости смотреть боюсь.
В основном сижу, комментарии отвечаю. Если кому-нибудь, как-нибудь я не отвечу на комментарии, пожалуйста, не обижайтесь. Я стараюсь всем ответить. Я все считаю, у меня иногда бывает в компьютере, я отвечаю на сотовом. Бывает в компьютере есть, а на сотовом нет. Потом мне их выпускает Кирилл с компьютера. Кому успеваю, отвечаю, кому нет. Так что нет. Вы не думайте, что я вас оставляю без внимания. У меня внимание для всех есть. Я стараюсь. Вчера я ездила к сестре своей, старшей, продукты отвезла. Ей сделали операцию, катаракт у нее удалили. Слава богу, без очков пока видит. Ей 74 года. Недавно у нее было день рождения, тоже ездила поздравить. Но видео не снимала. Все никак, времени нет у меня. Пока осень, скоро зима. Но зима будет. Времени, наверное, много будет. Снимать что-нибудь будем, наверное. Постараемся. Сестра себя чувствует хорошо. Я сестре предложила после операции хотя бы на месяц побыть у меня. У нее живности ни кур, ничего нету. Я говорю, давай ко мне переезжай хотя бы на месяц. Она тоже не любит у кого-то жить, как я. Я когда в гости иду, я стараюсь домой обратно прийти. Или поехать в город, например. Я ночью, хоть час, хоть 2 часа, все равно я домой приезжаю. Я не могу у кого-то спать. И у нее тоже такая же привычка. Вот. Она отказалась. Потихоньку сама готовит, суп сварит, холодильник засунет, подогревает, кушает. Пока купаться ей нельзя целый месяц. И голову мыть нельзя. Вот она, бедняжка, мучается иногда. Но меня что радует, у нее зрение минус 8,5. Она видит без очков. Я боюсь, что она поднимет тяжесть или убираться будет, испортит глаза. Это очень хорошо, что у нее глаза открылись. Но один глаз только. Один глаз, к сожалению, не подлежит операции. Совсем ничего не видит, но вот так говорит. Когда что-то руками махаешь, вот так. Она говорит, я вижу что-то вот ходит, и все. Один глаз совсем испорчен. Ну и хорошо, что хотя бы один глаз видит. Не дай бог ослепнет. Поэтому я хотела ее домой забрать. Я ей предложила у меня жить. Хотя бы зиму. Но она не хочет. Ну, каждому, наверное, свое. Каждому свой дом дорог, наверное. И сын в соседнюю деревню зовет ее жить. Но она и туда не хочет. У нас же все-таки условия тут. У сына тоже хорошие условия. Все условия дома. И у меня тоже, слава богу. А у нее все это на улице. Но она говорит, я привыкла. Живет одна. Она не боится ночевать одна, как я. Я тоже не боюсь ночью одна жить дома, ночевать. Некоторые же боятся. Я не боюсь. На улице уже дел мало. Накормлю скотину, кур. Все уже убрала. Цветы пересадила. Тюльпаны там, нарциссы. Лилии тоже я пересадила в этом году по-другому. Увидите следующий год,
как что будет. Но не так, как в этом году. Я сколько лет здесь живу, столько лет сажаю цветы. Я без цветов не могу. А дома у меня цветы не так много растут. А летом очень много сажаю. Я, конечно, зиму не люблю. Люблю лето. Только что зять Салават позвонил, сказал, через минут 10 выезжай. Я буду на ХПП. Хлебоприемный пункт, это значит. Там не хлеб пекут, а туда зерно возят. Оттуда продают. Вот как раз у меня последний блин. Сейчас я подъеду туда, а он меня встретит там. Слава богу, меня брат научил ездить на машине. Сажусь и ездию. Никого просить не надо. Вот столько блинов я сделала за какие-то минуты. Сейчас чайник кипит у меня. Идите, пока я съездию за зерном, вы пейте чай с моими мальчиками. Сейчас мальчики садятся чай пить. Потом мы с зятем будем чай пить. Все. Я поехала в ХПП. Меня там ждет зять. Чайник вскипел. Мальчики будут пить чай. Вот я приехала в ХПП. Здесь выдают зерно. Вот склады разные, большие. Я здесь первый раз, я здесь ни разу не получала. Это я Ибракаевой выписывала накладной, а здесь получаем. Вон меня ждет Салават уже там. С одной рукой руль держу, с другой снимаю. Мне неудобно, конечно. Вот. Мой зять тут как тут. Молодец. Привет. Всем привет. У меня зять тут. Я уже тут жду. Так. Что-то никого здесь нету? А там мужик мне указал, оттуда, говорит, надо ехать. Что-то, наверное, кто-нибудь подошел. Овес здесь сказали, я тоже вот подъехал. Просто А вон кто-то идет. А, вот. Пошел, Он, наверное, да. Тут вдвоем. Тут овес. Сейчас будем грузить Салаватом мешки, потом машину. Салават сейчас машину поставит на весы и приедет сюда. Когда будем отсюда выезжать, то будем взвешивать. Вот столько мы нагрузили. У нас неизвестно, сколько килограмм будет. Но мы доплатим, если больше. Тут весов нет. Взвесим при выходе. Салават сейчас подъедет поближе, чтобы было легко грузить. Вот опытный водитель. Угу. Пальчик оставь. Но пальчик еще нужен. Нужен, да? Пригодится. Пригодится. Да.
Во. Маша, лучше. Стайня. А? Стайня лучше. Стена лучше, да? Больше уйдет. Но больше влезет. Иди. Бегом бежишь, да? Ага. Танцуешь не около успею. тещи. Ой, угождаешь, да, тещу? Блины ждут. Блины ждут, да? Блины ждут, да. Юля кормила утром? Нет. Нет? Почему? На работе. На работе? Сам поел? Сам поел. Молодец. Юля с утра на работе. Дети, наверное, спят. Нет, откуда? Каникулы уже. Утром поют. Ранние пташечки, да? Угу. Да, мы и сами не спим долго, и дети наши не спят долго. Привыкли. С маникюром-то тяжело работать. Тебя же маникюр. Да. Так-то я в перчатках работаю в огороде. Завязывать тяжело. Завязывать тяжело перчатка. Нагрузили мы много. Сколько по весу будет, не знаем. Наверное, придется доплатить. Один пассажир. Один Сейчас поедем на весы. Как хорошо, что у меня зять сильный. Встали на весы, сейчас нас взвешивать будут. Вот мы приехали, теперь разгрузка у нас. Салават одевает перчатки, готовится. Вот мы приехали. Я зятя накормила, отправила домой. Сейчас они с Юлей поедут в город по делам. Зять все пересыпал на нужное место. Зерно. Все у меня хорошо. Слава Богу, у коз есть теперь корм. Я спокойна. И сено есть, и овес есть. Хорошо, что дети рядом. Без внимания никогда не оставляют, всегда бегут на помощь. Мне повезло с зятем. Сегодня суббота, пойду баню топить. Вечером дети придут купаться. Поставила курицу вариться. Буду варить домашнюю лапшу. На этом свой влог заканчиваю. Всем пока-пока. Желаю вам удачи. Много счастливых дней. Не болейте. Желаю вам здоровья.